Кризисный центр семейного типа для детей открылся в Абхазии в 2024 году. Туда определяют детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Как сейчас работает центр и станет ли он государственным, будем обсуждать тему с вице-премьером Вараздатом Минасяном и директором центра Камой Гопи. Кама с нами в студии. Спасибо, что здесь. Добрый день, спасибо за приглашение. С нами на связи по телефону вице-премьер Вараздат Минасян. Вараздат Милконович, здравствуйте. Как вы нас слышите из студии? Здравствуйте, Нала. Добрый день, Камма, зрители, слушатели радио «Спутник». Рад приветствовать всех. Слышу хорошо. Вараздат Милконович, мы будем обсуждать работу кризисного центра, насколько он важен, нужен, какова его судьба в следующем году, как государство будет поддерживать этот проект. Начнем, наверное, с Камы. Вот сейчас что происходит в кризисном центре, сколько там детей? Кама, интересно, в двух словах. Я коротко начну с самого начала. Как вы сказали, в апреле 2024 года открылся кризисный центр. И в апреле же к нам определили первых наших детей. Кризисный центр на тот момент финансировался за счет международных организаций. Это был проект. И аренду нашего дома покрывало наше государство. И получается, в марте финансирование завершилось, и, соответственно, мы обратились к нашим чиновникам, к государству для того, чтобы они взяли на себя полное обеспечение функционирования кризисного центра. И, соответственно, нас услышали, нас поняли, и с июня месяца по сегодняшний день мы работаем за счет средств, которые переводит нам, насколько я понимаю, фонд премьер-министра. Вот на данном этапе у нас 15 детей, и мы вот в полной мере работаем настолько, насколько получается. Вараздат Милконович, в первую очередь хочется узнать дальше, как будет осуществляться финансирование этого проекта. Вообще, это прекрасный пример взаимодействия негражданского сектора и государства. Проект был предложен неправительственными организациями, потом его поддержало государство. И интересно, в следующем году продолжится ли эта поддержка и в каком виде? Конечно, есть определенный план мероприятий в этом плане. Первое — это правовое, организационное оформление, чтобы это было государственным учреждением, прежде всего, там вот этот кризисный центр. Естественно, и финансирование, вот как сейчас с фонда идет, это как бы временная, история в плане финансирования. Потом уже будет, скорее всего, вкладываться в бюджет. Но проект бюджета уже существует, обсуждается. Есть ли пункты, касающиеся кризисного центра сейчас вот в том виде, в каком бюджет сейчас существует? Будем рассматривать, скорее всего, так. Посмотрим, как будет идти. Там сейчас же еще вопрос у нас по месту положения, размещение, нужно помещение, нам тоже подобрать. Вот с этим вопрос тоже стоит сейчас у нас остро, даже так бы сказал. Мы будем этот вопрос прежде всего решать, а потом уже по финансированию тоже определимся уже как будет. Но в любом случае финансирование прекращаться не будет, государство взяло на себя эту ответственность, и будем продолжать финансирование. Самое главное, что государство поддерживает этот проект. Этот проект не завершится в 2025 году, и дети не останутся с своими проблемами. Нет, это понимание у нас есть, и, конечно, хочется стабильности, хочется быть уверенными в том, что нам не придется завтра закрывать свои двери. И в этом плане, конечно, Вараздату Милконовичу в том числе хочу выразить огромную благодарность. Мы с ним всегда на связи, и он дает обратную связь. Есть понимание того, что нас поддерживают. Но, конечно, мы бы хотели очень, чтобы это все было именно под крылом нашего государства. Не так, чтобы мы постоянно переживаем, а будет ли у нас завтрашний день, будут ли нас в следующем месяце финансировать,
чтобы мы понимали, что нас уже заложили в бюджет, и вот все, это точно, мы будем иметь поддержку, и нам не за что переживать, мы будем свои силы направлять на другие мероприятия, которые непосредственно касаются наших детей. Ну, Вараздат Милконович как раз сказал о том, что нужна законодательная база, которая определит, что это будет за центр. Если это центр получит статус государственного, то есть будет гарантией того, что этот вопрос уже не будет обсуждаться, будет ли центр или нет, будут другие вопросы, вас больше волновать? Конечно, обязательно. Ну, во-первых, спасибо за слова благодарности, но это не только моя заслуга, это и в поручении президента есть по кризисному центру, и премьер-министр очень пристальное внимание премьер-министра за этим острым вопросом, и Министерство соцобеспечения тоже делает все, что возможно, в своих рамках. Так что мы все вместе, совместно, и девочки очень старательны, внимательны к детишкам. Эта проблема у нас есть, к сожалению, и мы ее без внимания однозначно не оставим. Государство со своей стороны будет способствовать и содействовать этому на постоянной основе, я уверен просто. Но проект существует. Так что в любом случае вы не останетесь одни, тем более государство будет с вами. Спасибо. Проект существует всего год, и вы тоже, Кама, впервые с этим столкнулись, и какие-то наверняка есть, может быть, ошибки, которые надо исправлять, может подкорректировать работу. И сейчас и ваша совместная работа с государством, она как раз направлена на то, чтобы выработать какую-то оптимальную модель, каким должен быть этот центр кризисный. Да, у нас есть такое понимание, вы правильно отметили, что мы, конечно, со многими экспертами общались, литературу читали, нам тренинги проводили. Опыт других стран, изучали, но когда мы сами начали работать в кризисном центре, очень многое на опыте просто мы понимали. И, например, если говорить о форме устройства кризисный центр, то на данном этапе мы понимаем, что кризисный центр — это хорошо, но, к сожалению, так происходит, что дети у нас остаются на долгие сроки, и не совсем подходит такая форма устройства. То есть мы, возможно, это будет вообще какой-то гибрид, кризисный центр и дом семейного типа. В общем, мы пока тоже это обсуждаем, с экспертами советуемся. На самом деле в странах цивилизованных, которые прошли все эти пути, у них есть и кризисные центры, и дома семейного типа, и служба патронатных семей работает, и они все между собой взаимодействуют, и в зависимости от того, какая ситуация у ребенка, органы опеки и попечительства решают, куда именно направить детей. Это зависит от срока, от того, что произошло и так далее. Очень индивидуальный такой подход, скажем так. А так как у нас нет таких возможностей развивать альтернативные формы устройства, у нас пока есть только патронатные семьи и кризисный центр, получается, то кризисный центр стал таким местом, который соединил в себе все эти формы, и это тоже такой, получается, для нас урок, опыт, который мы должны извлечь и понять, как нам дальше существовать. Кстати, проект «Патронатные родители», чтобы слушателям тоже было понятно, чем он отличается от работы кризисного центра и по какому принципу могут детей определить в кризисный центр или в На патронатную самом семью? деле, про патронатных родителей можно говорить очень много. В общем-то, это отличается тем, что это обычная полноценная семья. То есть ребенок помещается в обычную семью, где есть мама, папа, дети, бабушки, дедушки. Это зависит иногда от ситуации, от сроков зависит. Еще немаловажный факт, если, предположим, есть понимание того, что ребенок определяется в патронатную семью на очень долгий срок, и в будущем есть необходимость найти ему семью опекунов, кто-то и удочерить или усыновить захочет, то патронатная семья может быть в числе тех людей, которым первоочередное право усыновления ребенка.
На данном этапе, вот забегая вперед, хочу сказать, что есть примеры, когда с кризисного центра, вот буквально сегодня, дети определяются в патронатную семью, но не надолго, естественно, потому что детям уже необходимо перейти вот в такую модель устройства, где есть семья, чтобы был к ним индивидуальный подход. Кама, если правильно понимаю, это более серьезные ситуации, более сложные ситуации, когда ребенка определяют в патронатную семью. То есть там с надеждой на то, что, возможно, этого ребенка могут усыновить. Нет, не всегда. Опять-таки, вот, наверное, больше бы про это рассказала бы Алина Агарбабазба и люди, которые курируют эти вопросы. Но не всегда дети определяются в патронатную семью, потому что они там Семейная ситуация сложнее. Да, не обязательно по этой причине. Вараздат Милконович, а если вообще говорить о создании в будущем приютов, я понимаю, что сейчас это звучит очень остро и невозможно, может быть, но когда-то, я помню, когда обсуждался приют для одиноких людей, для пожилых людей, для престарелых, это тоже вызывало споры в обществе, зачем в Абхазии такой приют, но тем не менее мы видим, что этот приют сейчас работает, и он заполнен, и разные национальности люди сейчас в этом центре, если так его назвать, находятся. Вараздат Милконович, как вы нас слышите? В этом нормально, хорошо все. В этом плане я бы свое мнение выразил бы, конечно, да. В том плане, что я, честно говоря, не... Вараздат Милконович, как вы нас слышите? К сожалению, телефон... Еще раз связаться с вице-премьером Вараздатом Минасяном. Кама, вопрос адресую тебе. Я думаю, ты помнишь. Перехожу на «ты», так как да, мы я помню, я бы здесь вот, наверное, все-таки ремарочку вставила. Кризисный центр — это не приют. Сильно отличаемся от приютов, от детских домов, и практика показывает, то есть во всем мире, стандартно скажу, приюты и детские дома, они закрываются. И в России в том числе закрываются вот эти интернатные учреждения, приюты, детские дома, потому что они показывают, что дети, которые покидают приюты, они не социализированы, они травмированы, они остаются один на один со своими проблемами, в общем-то, да, несмотря на там работу специалистов. И вот просто мировая практика показывает, что это неправильно для ребенка, и, соответственно, у нас тоже, ведь мы не приют и не детский дом, у нас кризисный центр. К нам ребенок определяется на момент кризиса в его семье, в его жизни. И все организации, все структуры, социальные службы нацелены на то, чтобы этот кризис в семье разрешился, и ребенок вернулся в свою родную семью. То есть проблемы с социализацией — это один из главных факторов, который говорит не в пользу приютов. Поэтому во всем мире пытаются от этого отказаться. Вараздат Милконович с нами на связи. Мы восстановили связь с вице-премьером. Вараздат Милконович, как вы думаете, вот мы с Камой обсуждаем возможность открытия в будущем приюта в Абхазии для детей. Как вы считаете, в перспективе может такая необходимость возникнуть или такая форма неприемлема для нас? Я могу лично свою позицию или свое мнение выразить в этом плане, чтобы как-то так сказать. Я, честно говоря, не сторонник, чтобы создавался приют или чтобы у нас был детский дом все-таки. Мы тоже. Я не знаю, может, в дальнейшем будущем будет какая-то острая необходимость. Но дом престарелых — это мне кажется, чуть другое все-таки. Там пожилой возраст, и там, пенсионеры, когда бедные остаются одни. Но с детишками почему у нас должно такое происходить именно у нас в Абхазии, когда вот вроде все мы родились, выросли, там в традиционных семьях, знаем, что такое дети, что такое родители. Да, есть, конечно, семьи, к сожалению, так неудачные, так скажу, но все-таки на постоянно это не хотелось выводить. Не знаю, я так считаю, на мой взгляд, так. Вот лично мое мнение выражаю. Я думаю, ваше мнение если, конечно же, будет эта необходимость, естественно, еще раз говорю, государство никогда в стороне не останется в этом плане, потому что чужих детей не бывает, и плохих тоже включительно. Конечно, если будет такая острая необходимость, надо будет над этим тоже
думать и прорабатывать какие-то, не знаю, меры предпринимать, наверное. Но хотелось бы, чтобы вот это временным, да, кризисным центром и оставалось, как бы, чтобы по возможности, чтобы это не увеличилось и не добавлялось. Вот я бы так сказал, не знаю, А как-то сейчас так. ваше мнение поддерживает большинство экспертов, которые на Да. студии бывают, они тоже говорят о том, что вот форма именно кризисного центра, когда ребенок как бы в семье, как бы в доме находится, вот Ну самая да, приемлемая да. С форма. надеждой на то, что он вернется к семье, и что Вот, самое родители тоже важное. примут, да. Да. Самое важное то, что мы все нацелены на то, чтобы ребенок в свою родную семью вернулся, чтобы кризис в его семье Ну да. он прошел, проблема была решена, и ребенок был со своими родителями. Вараздат Милконович, спасибо вам большое, что были с нами на связи. Благодарим вас за участие в нашей беседе. Всего вам Спасибо, вам доброго. тоже спасибо. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. Нашим слушателям напомню, с нами на связи был вице-премьер Вараздат Минасян. Разговор в студии продолжаем с Камой Гопи, директором кризисного центра семейного типа. Кама, возвращаясь к детям, которые сейчас находятся в центре, я знаю, что есть ситуации, когда речь идет, да, о временном пребывании, Мгм. но на протяжении нескольких месяцев дети продолжают оставаться в кризисном центре из-за того, что семейная ситуация не улучшается. Мгм. Много ли таких историй? Ну, могу сказать, что у нас в центре есть дети, которые к нам попали на момент открытия, и они до сих пор у нас живут. И это как раз те случаи, когда у нас нет возможности найти им какую-то альтернативу. Мы, конечно, пытаемся, социальные службы пытаются, опека пытается, но ввиду каких-то особенностей, там, возрастных, да, особенностей со здоровьем, таких детей бывает иногда сложнее определить. И пока они с нами живут, мы вот занимаемся детьми. В некоторых случаях просто ждем совершеннолетия детей, чтобы отпустить их в мир, скажем так. Ну вот тоже сложный вопрос. 18 лет ребенку, с чем он выйдет и куда он пойдет, если в семье, опять же, сложная ситуация. Я понимаю, что мы не можем ни истории, Да. подробности этих историй, ни имена тем более говорить, но примерно, чтобы понимать, о какой картине, о чем вообще идет речь, какие-то истории семейные. Ну, это истории, когда там родители отказались от детей по каким-то определенным причинам, когда у детей так получилось, что один из родителей, да, там его нет в живых, а второй не может свои родительские обязанности в полной мере исполнять. И, по сути, детям нужно искать приемную семью, но и приемная семья не находится. Правда, очень тяжелые судьбы у наших детей, и мы, понятно, все за них очень сильно беспокоимся, переживаем, но и действительно иногда у нас просто нет каких-то ресурсов и возможностей сделать так, как мы бы хотели для них. Вот поэтому некоторым детям, которые уже постарше, да, исполняется 18 лет, мы должны их отпустить. Понятно, мы встречаемся со специалистами, решаем, как лучше, пытаемся там, не знаю, устроить в какие-то вузы, на работу и так далее. Естественно, мы этих детей не бросаем. Но так, как мы бы за ними смотрели, пока они находятся у нас дома, мы, конечно же, не сможем ввиду определенных обстоятельств. Поэтому, да, сложно, но по-другому тоже пока не получается, к сожалению. А были ли такие истории, что за год кого-то из детей все-таки Да. взяли? Вот расскажите про это. Нет, не взяли. Вы имеете взяли в семью? Усыновили, удочерили? Нет, не было таких историй. Были истории, когда одна, наверное, такая основная история, которая нам запомнилась, это когда мы смогли ребенка в семью вернуть к своей маме, а мать была, ну, она злоупотребляла алкоголем и очень серьезно, и вопрос стоял вплоть до того, чтобы лишить ее родительских прав и ребенка отдать в приемную семью. Но мы давали ей надежду, последний шанс, там 2-3 раза ей мы давали шанс, все вот службы, и не получалось. И вот в последний раз, когда мы сказали, вот все, вот если ты не справишься, ты ребенка не увидишь больше никогда в жизни, она исправилась.
и ребенок вернулся к своей маме. И сейчас вот мы наблюдаем, как он там в садик ходит, как они гуляют, она занимается с ними, и у нее все прекрасно, и у ребенка все прекрасно. Это вот такой положительный, да, пример, но, к сожалению, их бывает не так много пока. Как дальше, интересно, вы отслеживаете судьбу детей, ваших подопечных уже? Потому что даже если они выходят из кризисного центра, вы не перестаете эту связь с ними поддерживать. Конечно, мы за ними наблюдаем, социальные службы, мы мониторим. Бывают такие случаи, когда мы ребенка вернули в семью, и потом через время он опять к нам возвращается в кризисный центр. Такое тоже, к сожалению, бывает. Но, конечно, во-первых, мы все эти семьи знаем. У нас и Абхазия тоже маленькая, скажем так. И все эти люди, они подопечные определенных организаций, скажем так. И есть возможность за ними наблюдать, за тем, что они делают, как они живут, ходят ли дети в школу. Социальные работники в этом плане проводят большую работу. Поэтому не заметить можно только, если ты не хочешь что-то замечать. А как, кстати, вы узнаете о детях, которые нуждаются в такой поддержке? Это органы опеки, это какие-то социальные службы в районах? Разные бывают сигналы. Ну, как я отметила до этого, в основном социально уязвимые семьи, они на учете у благотворительных организаций. Социальные службы сопровождают. И бывают случаи, когда вот непосредственно опека, да, там знает о какой-то ситуации, и это все потом уже обсуждается на каких-то совещаниях наших общих, рабочих встречах, и решаются судьба семьи или судьба ребенка. Сколько вы сейчас можете принять в своем доме детей? И хватает ли вообще мест, ресурсов, чтобы это сделать? У нас сейчас 15 детей, соответственно. А было 23, я помню. Нет, 23 у нас никогда не было. Это общее количество. Общая цифра, возможно. На данный момент можно сказать, что общее количество детей 40 с чем-то, 44, 45. Детей, которые прошли через ваш центр. Которые прошли через наш кризисный центр. Сейчас нас 15, конечно, очень сложно, потому что в первую очередь не успевают наши педагоги, несмотря на то, что мы все свои ресурсы направляем на то, чтобы заниматься детьми, особенно когда они разом начинают болеть. Это прям очень сложно. И наши дети, они записаны на различные занятия, на развивающие занятия, к психологам ходят, в школу ходят, в садики ходят. И 2 человека на смене, очень сложно логистику всю эту проводить, но наши педагоги не отчаиваются, мы друг друга как-то поддерживаем, подстраховываем, пока справляемся. Очень тяжело, но стараемся. Самые маленькие подопечные, которые сейчас находятся в кризисном центре? Самая маленькая в декабре 2 года должно исполниться, самому старшему в декабре будет 18. То есть она попала в ваш центр не так давно, помнит родителей. Да, потому конечно. что в таком возрасте, если долго детей отрывать от семьи, то, возможно, они могут забыть родных людей. Конечно, если маленькие дети, они сильно привязаны к своим родителям, они первое время, видно по ним, что страдают, плачут, но когда мы их окружаем любовью, и там и другие дети, бывает с ними же еще братья и сестры, как-то вот переключаем их внимание, чтобы меньше травмировались. И бывает даже можем запретить встречи с родителями, если это может навредить эмоциональному состоянию ребенка. Кама, есть ли дети сейчас, которые вот уже по закону, там, их родители лишены родительских прав, и можно усыновить или удочерить ребенка? К сожалению, у нас есть потенциальные дети, которых можно взять под свою опеку, да, но нет тех детей, чьи родители лишены или ограничены в родительских правах. То есть по закону все наши дети при родителях, скажем так, но фактически они у нас. То есть если даже кто-то захотел бы взять свою семью, он не может это сделать? Нет, он может это сделать, было бы желание, как говорится. Все это процесс как раз-таки, может быть, и запустился бы, если бы, по сути, были бы семьи, которые готовы были бы взять наших детей. То есть вначале желание, а потом лишение родительских Нет, прав? в начале лишения, на самом деле, если ребенок оказался в такой ситуации, в начале ограничения или лишения, а потом уже поиск приемной семьи и так далее.
Но так как ни тот, ни этот процесс не запущен, мы вот сидим в такой ситуации, когда и родители не лишены, и приемных родителей тоже нет. Ну, как-то это какой-то замкнутый круг, с одной стороны, получается. Но по сути, если ребенок в такой ситуации оказался, то первое, что надо делать, это ограничивать или лишать родителей. Многие сталкиваются с проблемой отсутствия детей, да, Мгм. молодые семьи. Возможно, кто-то хотел бы взять ребенка в семью, но, как мы видим, пока такой возможности нет. Может быть, к счастью, может быть, и ситуация в этих семьях ваших подопечных изменится, и они в родные семьи свои Да. вернутся. Кама, будем надеяться, что кризисный центр получит поддержку, как обещают власти в следующем году. Спасибо, что были с нами. Мы тоже в Студия. это верим. Спасибо. А нашим слушателям напомню, у нас в студии была Кама Гопия, директор кризисного центра семейного типа. Мы говорили о том, как работает сейчас этот центр и какие планы по работе центра в следующем году.